Добрый день, зрители! Меня зовут Айгерим BCNB. Мы начинаем наш очередной подкаст. Сегодня у нас в гостях экотренер Дарья Галамжанқызы. Дарья, добро пожаловать. Здравствуйте, очень рада и очень приятно, что пригласили на свою передачу. Меня зовут Дарья, и я экотренер, и уже на протяжении более чем 10 лет, можно сказать, даже 13 лет, я занимаюсь именно этой деятельностью. Как это произошло? Я пришла в конце первого курса на практику в общественный фонд. По образованию я журналист, и вообще я планировала там быть журналистом, писать статьи. Но так получилось, что пришла я на 2 недели, осталась на 5 лет. И, собственно говоря, оттуда, наверное, и началась моя история. Хотя, если копнуть глубже, то любовь к экологии, она была привита, наверное, с воспитанием родителей и отчасти школой, потому что у нас в школе был предмет такой, мы учились в естественно-математическом классе, и у нас был предмет экология. И вот я не знаю почему, но мне очень нравился предмет, может быть, потому что он был вне школы, мы ездили на станцию юных натуралистов в Алмате, смена обстановки, ну и в целом там было достаточно приятно проводить время, у нас были там и козочки, и кролики, и мы за всем этим там частично ухаживали, и растения изучали, ну и в общем вот это вот все оттуда, наверное, и пошло. А потом я случайно пришла на работу в общественный фонд, и, в принципе, там, наверное, уже это все оттуда и пустили все корни. Угу. На сегодняшний день проблема экологической грамотности становится все более актуальной. И насколько важно каждому гражданину освоить базовые знания? Ну, на самом деле, да, когда я только начинала в этой сфере работать, и проработав там год-два, мне знакомые говорили, да кому твоя экология нужна, сейчас самое главное там это политика, как раз там у нас происходили такие изменения небольшие в нашей стране, да, много чего происходило и в политическом плане, и общественность менялась, укреплялась гражданская позиция, там, социалка и так далее, и все думали, ну и кому твоя экология нужна, чем ты занимаешься, вообще не тем. Конечно, это сильно демотивировало, но тем не менее я продолжала, я работала, потому что мне казалось, что вот мне нужно чего-то добиться в этой теме, чтобы я потом могла с легкой душой перейти на что-то другое. Но на что-то другое перейти я так и не смогла, я так и осталась в этой теме, хоть и с небольшими перерывами на декретные отпуски, но я, в общем, в этой теме так и остаюсь. А если говорить о вашем вопросе, то да, это важно, и причем здесь не идет речь о какой-то там о каких-то уроках экологии в школе. То есть обычно уроки экологии в школе это достаточно, в большинстве своем, да, будем откровенны, это скучные, занудные уроки, и дети не особо заинтересованы в этом. Это первое. И второе, не всегда преподает эколог. То есть урок экологии там преподает либо географ, либо биолог. И все они вещают со своей колокольни. Там, география это с точки зрения географии, биология с точки зрения биологии, а экологии особо там речи нет. А здесь, конечно, больше идет, нужно делать упор именно на экологическом воспитании и развитии экологической культуры. То есть элементарно, да, многие со мной согласятся, и слушатели, и зрители, да, что не все доносят пакеты с мусором до урны, да, начиная вот с этого момента, и заканчивая. Это очень печально. Это очень печально. Или там вот сейчас лето, все у нас ездят на пикники. И оставляют там съесть. И оставляют. То есть привезти с собой 10 килограмм еды и всего остального сил хватило, а забрать 2 килограмма мусора почему-то вот уже силёнок-то не хватает. Ну или ума, я не знаю, чего именно. Ну, собственно говоря, вот такие вот вещи нужно прививать с детства, да, но при этом, как говорят там, психологи и еще там умные люди, да, воспитывая ребенка, ты должен не воспитывать ребенка, а должен в первую очередь воспитывать себя. То есть все это нужно в себе это как-то заложить изначально, чтобы передать это своему ребенку. Расскажите, пожалуйста, о своих проектах. Чем вы в основном занимаетесь? Сейчас моя основная деятельность – это экологическое образование в проекте «Бригем Стазали». Там я являюсь экотренером. Даже недавно мне сообщили, что я амбассадор проекта. Мы проводим различные занятия школьникам и волонтерам. А как повысить роль молодежи, ее активное вовлечение в деятельность по охране окружающей среды в Казахстане?
Ну, для этого, в принципе, реализуется немало проектов, и здесь молодежь может играть роль, ну, мне кажется, очень важную роль волонтеров, которые действительно, ну, на волонтерах всегда держатся все мероприятия. Это вот, Мгм. мне кажется, золотые люди, которые идут добровольно, практически там безвозмездно работать Бесплатно. бесплатно, да, там за сертификат, там еще за какие-то такие вещи, которые, в принципе, им потом пригодятся. Но тем не менее они тратят свое время для того, чтобы получить опыт, и в то же время, если этот проект или мероприятие направлено на какую-то экологическую тематику, то вообще было бы замечательно. Даже вот недавно в Астане проходил фестиваль «Гуль Астана». Это, по Мгм. идее, ну, как бы про цветы, про красоту, про флористику и так далее. Но, тем не менее, организаторы затронули тему экологии, да, осознанности, такого осознанного потребления, да, чтобы люди не перенасыщали себя товарами, да, а приобретали то, что нужно. То есть, казалось бы, фестиваль про цветы, а вот такую тематику они затронули. И волонтеры, ну, частично, мне кажется, все равно в какую-то информацию Получили, впитали в да. себя, да. Ну, наверное, они тоже заинтересованы. Сейчас молодые люди, молодые именно казахстанцы объединяются, поднимают важные экологические проблемы, Ну всем да, там известно. далеко ходить не надо, и про Талдыколь, да, Да, многие слышали, да, что вот засыпают, там, истребляют и так далее, и многие молодые, были против. да, наши казахстанцы, да, и активисты, и экоактивисты, и просто люди с активной гражданской позицией были против, и устраивали и митинги, и различные там перформансы и так далее. То есть это и говорит о том, что люди потихоньку приходят к тому, что действительно проблемы окружающей среды — это не что-то где-то за дверью, да, у нас как принято, что вот я зашел домой, закрыл дверь, все, я здесь обувь снимаю, здесь вот это моя территория, я чищу, а дом — это не только твоя квартира или дом, в котором ты живешь, это и подъезд, это и двор, и город, и в целом вся планета, и поэтому нужно понимать, что экологические проблемы затронут каждого. Вот даже когда мне говорили, да, вот кому твоя экология нужна, я, смеясь, отвечала: всем нужна. Все вы пьете воду, все вы дышите воздухом, в конце-то Это концов. точно. Поэтому экология нужна всем. Ну и здесь тоже нужно понимать, что экология, ну, неправильно говорить плохая экология или там хорошая экология. Экология — это наука. Правильнее говорить там плохая ситуация, экологическая обстановка, там еще что-то. Но экология сама по себе не может быть плохой. Мгм. Куда должна обращаться молодежь, желающая принимать активное участие в экологических движениях? Ну, я думаю, что можно обращаться в различные волонтерские движения, такие как там Национальная волонтерская Мгм. сеть или там, не знаю, Лига волонтеров. Они часто участвуют в различных проектах, в том числе и экологических. И, то есть они могут отправить заявку: меня зовут так, там мне столько-то лет, занимаюсь тем-то, хочу быть полезным там в области окружающей среды, проектов, там, участвовать вот именно в этих Мгм. проектах. Что посоветуете, да, там элементарно загуглить, какие мероприятия планируются. Если оно такое масштабное, то наверняка нужны волонтеры, найти контакты, записаться. Ну, то есть тоже путей огромное количество. И что самое интересное, волонтеры ведь это не только студенты или школьники, которые пытаются там ради сертификата, ради своего, скажем так, будущего при поступлении показать свои сертификаты, да, работают там. Это бывают и волонтеры, которые на самом деле уже устоявшиеся профессионалы, фотографы, там, СММщики, видеографы и так далее, да, Или журналисты, да, как вы? журналисты, да, которые приходят, делают свою работу также бесплатно, но при этом приносят свою лепту вот в такие вот проекты. То есть не обязательно думать, что волонтер — это школьник или студент. Вот вы, например, тоже можете поучаствовать в любом проекте, который вас заинтересует в качестве волонтера, осветить, не знаю, пригласить какого-нибудь героя на подкаст или написать статью. Ну, то есть вообще без проблем. Спасибо за интервью. Вам спасибо большое за приглашение. Всего доброго. До свидания. До свидания.